Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сел за написание своей очередной книги, сообщает информационное агентство «Фергана» со ссылкой на Туркменпортал. Бердымухамедов посетил Ахалтыкинский конный комплекс, исследуя традиционные привычки, занялся литературным творчеством. Написал стихи, воспевающие весну, туркменскую природу, райских скакунов, а также приступил к созданию новой книги, посвященной традициям и обычаям, богатой истории, коням и природным особенностям туркменской земли. В своем творчестве Бердымухамедов затрагивает историю страны, шелковый путь, в древности проходивший в том числе и по территории нынешнего Туркменистана, пишет Туркменпортал. За 10 лет правления Бердымухамедова было издано 42 книги за авторской подписью президента Туркменистана. Выход каждой книги широко освещается государственным телевидением. Презентации проводятся целый год, не по одному разу. Последнее произведение Бердымухамедова «Учение Аркадага. Основа здоровья и воодушевления» увидело свет в начале марта текущего года. Книгу презентовал на заседании правительства сам Бердымухамедов, раздав экземпляры министрам. В частности, он написал книги, где затронул темы лошадей, ковроткачества и своих родственников. Следует отметить, что произведения президента, как и книги о нем, изучаются в школах вместо книги «Рухнама», которую написал предыдущий президент Сапармурат Ниязов, более известный как Туркменбаши. Следует заметить, что Бердымухамедов далеко не единственный в регионе авторитарный правитель, который не перестает шокировать население своими странными выходками. Так его коллеги по Центральной Азии не отказывают себе в удовольствии понавязывать народу культ своей личности. Для этой цели используются все способы и средства, начиная от пропаганды в местных СМИ, пропаганды на местах чиновниками, внедрения культа личности в программы образования и тому подобное. Так, например, в Астане в 2004 году по приказу бессменного президента Казахстана Назарбаева был создан музей его же имени, где хранятся различные экспонаты и написанная им книга, переведенная на 32 языка мира. А культ личности бывшего президента Узбекистана Каримова и после его смерти продолжает жить своей жизнью. Его могила была объявлена новыми властями одним из святых мест, а также с его именем в стране открываются мечети. Не отстает от них и президент Таджикистана Рахмон, чьи книги изучаются в институтах страны так, словно они являются величайшими литературными произведениями современности.